Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за первую четверть. Здесь мы будем выполнять задания по 4 навыкам. Первое задание на слушание. Бұл балдар бірінші тоқсанның жиынтық бағалауы. Бірінші тапсырма тыңдалымға. Прослушайте текст. Скиппинг является одним из полезных и безопасных видов спорта. Название скиппинг происходит от английского skip – скакать, прыгать. В средние века скакалка появилась в Европе, затем перекочевала в Америку. Прыжки со скакалкой могут входить в комплекс упражнений для развития мускулатуры или улучшения фигуры. Они способствуют укреплению тела и мышц, улучшают осанку. Это хорошая разминка, повышающая выносливость и координацию, полезная для сердца и легких. Прыгая со скакалкой, за полчаса можно легко сжечь 400 калорий. Боль в мышцах и сбой дыхания – это нормальные побочные явления в этом виде спорта. Старайся прыгать в хорошем темпе, держа спину прямой, поднимая ноги над землей ровно настолько, чтобы перепрыгнуть через веревку, а затем мягко приземлиться на подушечки пальцев. Дышать рекомендуется через нос. Чередуй прыжки вперед и назад. Приземляйся на разные ноги. Пропускай веревку дважды за один прыжок. Постарайся довести длительность занятия до 15 минут в день. Очень важно приобрести хорошую скакалку. Она делается из кожи или тяжелых синтетических волокон и имеет на концах шарики для мягкости вращения. Для прыжков подойдет свободная одежда и спортивная обувь на резиновой подошве. Желательно прыгать на мягкой поверхности. Вот вы прослушали текст, ребята, и теперь соотнесите слова из этого текста со значениями. Например, мускулатура – это органы, состоящие из мышечной ткани. Что такое координация? Процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи. То есть А – это 1, В – 3, С – 2. Комплекс – это система, совокупность чего-либо, объединенного вместе, имеющего общее предназначение и отвечающего какой-либо определенной общей цели. Д. Четвертое. Вращение – это круговое движение объекта. Второе задание. Определите, какая информация является детальной. Скиппинг – безвредный и практичный вид спорта. В – это правильный ответ. Скиппинг происходит от английского skip. Именно пункт В является детальной информацией. Третье задание. Определите, какие два побочных явления возникают при прыжках со скакалкой. Это значит два побочных явления – боль в мышцах и сбой дыхания. Четвертое. Приведите пример из текста, подтверждающий, что занятие скиппингом влияет на снижение веса. Прыгая со скакалкой, за полчаса можно легко сжечь 400 калорий. Пятое задание. Сформулируйте вывод, почему необходимо заниматься скиппингом. Укажите две причины. Скиппинг является одним из полезных и безопасных видов спорта. Занятие скиппингом способствует укреплению тела и мышц, улучшает осанку, повышает выносливость и координацию. Полезно для сердца и легких. Задание на говорение. Ничто так не истощает и не разрушает человеческий организм, как физическое бездействие, говорил Аристотель. Согласны ли вы с данным утверждением? Составьте диалог, в котором поделитесь своим мнением с собеседником. Приведите аргументы и примеры. Время для подготовки 3 минуты, время для выступления 2-2,5 минуты. Вот я вам подготовила диалог на данную тему.
Задание на чтение. Прочитайте текст и выполните по нему задание. Вы должны прочитать текст. И первое задание к этому тексту. Почему подростковый возраст считается трудным периодом в жизни человека? Потому что играют гормоны, конфликты сильно выражены и ощущаются более эмоционально. Как, по мнению психологов, можно снизить тревогу у подростков? Нужно поддержать ребенка, поскольку в конфликте он чувствует себя в опасности. Третье задание. Какие советы по устранению конфликта дает психолог? Запишите 3 рекомендации, указанные в тексте. Первая рекомендация. Не надо обходить конфликты, надо научиться их предотвращать. Вторая рекомендация. Второй совет. Играйте в открытую. Третий совет. Будьте равным партнером в отношениях. И четвертое задание. Составьте цитатный план текста. Подростковый период – один из самых сложных и неоднозначных в жизни человека. Второй пункт. Какую же тактику выбрать? Третий. Не надо обходить конфликты. Четвертое. Надо находить общие интересы и пытаться заслужить доверие ребенка. И задание на письмо. Вы должны написать статью в школьную газету на тему «Как подростку избежать конфликтов в семье», используя сложные прилагательные, наречия, правильно расставляя знаки препинания при причастных оборотах. Вот, ребята, какие такие советы, как избежать конфликта со взрослыми. До свидания, ребята. До следующих встреч.